Мы находимся около центрального входа. Вот центральный вход в школу будет здесь находиться. Вот. Рядом с нами будет маленький дворик. Здесь будут небольшие спортивные сооружения. Такие вот там какие-то качалки, такие качели, вот то, что возможно сделать. На первом этаже это здание. Под нами подвал. Такой большой, комфортный подвал, где будет гардероб, где будут ящики для детей. Вот здесь будет вход в нашу школу. То есть оба здания будут соединены. То есть на втором этаже будет галерея и на первом этаже будет галерея. Свободный проход между двумя зданиями. Будет второй этаж, третий и четвертый. На четвертом этаже находится актовый зал. Ну, такой, мы называем это музыкально-спортивный зал. А вот это столовая, такое просторное красивое здание, просторное красивое помещение, светлое очень. Здесь дети будут кушать. Вот перед нами здесь будет кабинет информатики и робототехники, большой кабинет. Дальше следующие кабинеты будут два кабинета татарского языка. Вот этот большой кабинет будет разделен на две части. Здесь будет занятие татарским языком. Две маленькие группы. Занятия в группах по татарскому, по английскому языку происходят в маленьких группах, потому что там класс 20 человек делится на две части по 10 человек. Тут рядом будет кабинет, большой кабинет химии. К нему, к каждому столу будет подведена вода. Вот мы еще к нему подходим, и очень интересно, что он расположен так, что напротив него большие окна. Это специально сделано, потому что кабинет химии – это кабинет некоторый такой не очень большой, но все-таки опасности. Если вдруг когда-нибудь что-то произойдет в кабинете химии, где всегда может что-то произойти, то не пострадает никто, выбьются просто вот эти окна. То есть такое теоретически всегда надо предусматривать. Вот. А вот там будет проход в наше здание в основное, по второму этажу и по первому этажу. У нас ведь такая политика, что мы все время расширяемся. То есть мы принимаем всех детей, кто сильно хочет. У нас 9 раз в год экзамены в год. 9 раз в год экзамены. Это специально сделано для того, чтобы любой ребенок мог один раз сдать, через месяц еще раз прийти. Ведь как поступать в нормальный вуз или в нормальную школу? Вот 131-ю как поступают? Туда сдают экзамены, если не получилось, приходи через год. А если не получилось, приходи через 3 недели летом. Еще раз через 3 недели. Летом проходит 4 потока раз в 3 недели. А в течение учебного года проходит еще 5 потоков раз в 2 месяца. То есть любой ребенок... побольше уже построить. А понимаете, ведь как мы начинались? Начиналось с первого здания. Потом нам президент подарил второе здание. Потом мы добились капитального ремонта и стали использовать подвалы. И там одна комната полуподвальная, там тоже детки у нас занимаются. Потом я походил по улице Кремлевской, смотрю, там окна в одном из помещений всегда темные. Мы обратился в мэрию и выяснил, что там 7 лет назад был зубной кабинет. И теперь никак не используется. Нам выделили еще одну комнату. Потом я нашел соседнюю комнату. И теперь там 2 комнаты. В одной комнате у нас 4 класс занимается, а в другой комнате у нас столярные и слесарные мастерские. После этого мы договорились с одним из пап, и он нам привез вот этот вагончик. Вот если вы посмотрите в окошко, там большой-большой светлый вагончик, строительный вагончик. Он громадный и соединен с этим зданием. Там тоже аудитория для занятий. Мы все время расширяемся. Я думаю, что пройдет еще время, мы еще одно здание построим. 137 миллионов, если не ошибаюсь, было выделено с самого начала на строительство этого здания. И 36 миллионов вот президент выделил еще буквально там, недели 2-3 назад. То есть здесь все время переносятся сроки, то есть все время у государства не хватает денег. Ну а потом вот пришел хороший момент наконец-то. То есть до нас дошла очередь какая-то там, не знаю, в какой-то канцелярии, то ли у президента, то ли в небесной канцелярии. Вот. И деньги были выделены, но потом выяснилось, что строить в центре города такое плохонькое здание, оно как неправильно. И когда мы с мэром города поговорили, он сказал, в принципе, здание в центре города. У вашей школы хорошие успехи. У нас действительно хорошие успехи. У нас много олимпиадников, много ребят, занимающихся научной работой. И давайте-ка попрошу президента, чтобы была улучшенная отделка. Вот это будет галерея, выход на улицу. То есть здесь будет, разумеется, гарантированная безопасность детей. То есть будет здесь слева стенка, справа стенка. Вот сейчас можно туда выйти аккуратно, так посмотреть, что там будет. Вот это вот выход на улицу. Вот это вот наше здание, вот это вновь построенное здание. Здесь будет, разумеется, будет стенка стеклянная с обеих сторон, но дети могут выйти на свежий воздух, разумеется, когда нет дождя и снега, и посмотреть, подышать свежим воздухом. Потому что на самом деле у нас в школе нет двора, и возможность подышать свежим воздухом во время перемен очень важна. Разумеется, здесь будет гарантированная безопасность. Но сама возможность выхода на улицу внутри здания – это очень красивая возможность. А вот это вот дуб, которому 300 лет, представляете? Этому дубу от 250 до 300 лет. Он еще Екатерину II видел, он Пушкина видел. Вот мы входим в наш музыкальный спортивный зал. Громадное, красивое, светлое помещение с прекрасной акустикой, с высокими потолками. Здесь будут театральные постановки. Здесь будет собрание всей школы. Мы же регулярно по четвергам собираемся, разговариваем с детьми. И в нынешнем здании мы школу делим пополам. В
полдесятого собираются маленькие, полдвенадцатого старшие. Здесь можно все вместе собираться и разговаривать. И дети сюда ходят, я же водил сюда немножко детей, вот сам я веду там один класс, другой класс. Я им все показывал, что будет настоящий кабинет физики, настоящий кабинет химии, настоящий кабинет биологии. Нам полгода назад, или почти год назад, наконец министерство выделило средства, и мы купили оборудование для кабинетов. Но если бы это было года 3 назад, мы бы его установили. Но так как это было во время того, когда здание уже строилось, мы теперь хотим уже новое оборудование уже здесь только выставлять уже. Вот у нас оборудование есть, которое мы купили, вот будем им пользоваться уже здесь. Вот такое здание. Это была ситуация, когда лицей Лобачевского закрылся, школа разделилась на 2 части. Я рассказывал много раз уже, что там это школа, в которой было из 600 детей 243 человека было принято слева. То есть либо по блату, либо за деньги, либо со страху, по самым разным причинам. В конце концов это привело к тому, что школа разделилась. Часть коллектива осталась там, часть коллектива перешла в новое помещение. Часть детей сюда перешла, и часть учителей перешла сюда. Сюда пришли талантливейшие учителя: Саяр Утиганов, Юрий Королев, Алексей Сомов, то есть талантливейшие. И за ними пришла часть детей. Вот. И тогда помещение, которое вот здесь было, оно было не приспособлено для учебы. И нам его дали, сразу прокуратура стала закрывать школу. И вот мы очень долго просили денег, чтобы школу отремонтировали. Это в каком году? Это был 2013 год. И вот это было очень долго, до тех пор, пока в мае месяце 2014 года на стол к президенту не легла ситуация со школой, что дети учатся, результаты прекрасные, а школа не приспособлена. И президент написал решить проблемы. И с этого момента проблемы начали решаться. Сначала один капремонт, через год другой капремонт, и в конце концов, в конце декабря 2017 года президент подписал бумагу о выделении денег на строительство пристроек в нашей школе. Получается, сколько лет что строится? 5 лет. 5 лет мы всего этого добиваемся. При этом, при всем, наша школа в 2013 году создалась, у нас были 10 классы, 9, 8, 7. Через 2 года, в 2015 году, в нашей школе было 2 ярких достижения. Во-первых, наша школа заняла 1 место в Казани по ЕГЭ, поделила его с 131 школы, у нас было на 100 балла капельку лучше, но фактически это было поделено 1 место. И второе, один наш выпускник, Никита Алкин, стал лучшим в мире по биологии. В мире. То есть он был лучшим в России и лучшим в мире. Но что еще интересно, что лучшим в районе он не был. Потому что олимпиады, к сожалению, в районах у нас проводятся нечестно. Но это уже давняя болезнь, что олимпиады проводятся не всегда честно. И мы с Никитой вместе ходили к организаторам, почему здесь написаны неправильные вопросы. И почему те, кто написал неправильные ответы, победил. Ну, ему добавили баллов, и он пошел дальше. Дошел до мира. А не было ли такого, Павел Анатольевич, когда началась весь этот скандал с татарским языком, вроде бы власти вам уже дали возможность построить школу, но на вас обижались, и как-то все это долгое строительство шло. Было ли такие проблемы? Понимаете, ведь вопрос с татарским языком, это на самом деле не вопрос с татарским языком. На самом деле это вопрос об унижении людей. Понимаете, если бы даже считать, что это все правильно, то, что делалось, это нельзя было делать в середине года. Представляете, на октябрь месяц, 14 или 15 октября, собирают директоров школ на совещание, и нам строят дорожную карту, как мы в течение 2 месяцев, все это на экране выведено, обязаны уволить, вот мы 3 из 4, в других школах громадное количество учителей татарского языка, выгнать на улицу в декабре месяце, под Новый год. А у людей кредиты. И вообще какой-то педагогический эффект, когда дети видят, что учителя можно унизить. То есть все начиналось, это не важно, кого увольняют, учителя биологии или учителя татарского, это унижение человека. То есть я не бегал по улице с плакатами. То есть я не приглашал детей куда-то походить, там ни голодовок никаких. Мы обратились в суд. Тем, что суд решил вопрос по совести. Обратились сначала в один суд, потом в другой суд, потом в 3-й суд. Сейчас дело находится в Верховном суде России. Было ли такое, что вас кто-то приглашал или в форме совета говорили? Было. Я не буду называть имен, но кто-то из высоких руководителей звонил мне и говорил такую фразу. Я не буду называть имя, простите, но это очень высокий руководитель, который мне сказал: как татарин перед тобой я снимаю шляпу, а как руководитель я считаю, что ты будешь со стороны мельницами. Эту систему не победить. Но опыт показал, что можно сохранить все это. Мы до конца года сохранили татарский язык. И потом постепенно смогли убедить детей,
что это красиво и правильно. То есть как было? Было несколько родителей, которые возражали, чтобы дети учили татарский язык. Ну, представляете, 15 человек сидят, смотрят мультфильм, мы изменили методики. Методики раньше были неправильные с моей точки зрения. Ну, представьте, русский ребенок, который мама русская, папа русский, и ребенок русский, открывает учебник в 1 классе, и там ни одного слова по-русски. Ничего не понимает, и мама с папой помочь ему не могут. Ноль коммуникативной методики. То есть, когда люди, у нас полно русских татар, они могут друг с другом разговаривать, они могут петь песни. И вот мы на этой основе всегда и учили, только еще усилили их. У нас много мультфильмов на татарском языке, у нас много встреч с татарами, у нас много песен, много танцев, мы много ходим в музеи, много разговариваем. И в итоге все дети вернулись в классы. И опыт показал, что для родителей, даже если у них были взгляды не такие, как у меня, счастье их ребенка дороже его собственных взглядов. А если бы поставили для вас условие такое, что, Павел Анатольевич, если вы не сворачиваете свои судебные тяжбы, мы прекращаем финансирование строительства школы, Я считаю, что вы бы сделали? Я считаю, что совесть она важнее. Я считаю, что надо жить всегда по совести. Надо всегда делать то, что считаешь нужным по совести. Это очень важно, чтобы мне никогда не было стыдно глядеть в глаза детям, и своим собственным, и детям, которых я учу. То есть я всегда делаю то, что я считаю правильным. Знаете, у меня был такой смешной инцидент на эту тему. Еще тогда, когда я был директором лицея Лобачевского. Вы знаете, что меня приглашал мэр после голосования с президентом. И однажды мэр мне говорит, что ко мне много раз обращались, чтобы я принял детей в вашу школу, чтобы я на вас не давил. И я ни разу этого не сделал, и я этим горжусь, сказал мне мэр. А я горжусь, что у нас такой мэр, который ни разу не заставил меня никого взять, хотя, наверное, у него была такая возможность. Тогда мне, наверное, пришлось возвращаться в Финляндию. А вам ставили какие-то условия насчет строительства школы? Нет. Меня не всегда поддерживали. Скажем, в момент, когда был 13-й год, когда начался вот этот конфликт, что здание непригодно, нас поддерживали прежде всего дети и родители. То есть власть отстранилась немножко от этой ситуации. Это была конфликтная ситуация. И в этой конфликтной ситуации все проблемы решили дети и их родители. Даже не Павел Анатольевич Шмаков и не Марказони, а именно дети, которые хотели учиться у этих учителей в этой школе. И они писали письма, они обращались к своим друзьям, чтобы была поддержка. И знаете, всенародная поддержка на самом деле работает. Но сейчас идет судебная тяжба именно ваша по государственному татарскому языку. Насчет родного языка и насчет государственной ситуация разная. Родной язык может быть чувашский, и у школы может не быть возможности учить чувашский язык. Такое может быть. Ребенок может просить, а школа может не суметь предоставить такой возможности. Также, на самом деле, с татарским языком в Башкирии, например. Есть много татарских деревень, где много татар, а школа не может обеспечить преподавание. И это возможно. С государственным языком ситуация другая. Если государственный язык родители хотят, то школа обязана предоставить. То есть государство обязано это сделать. То есть сейчас нынешняя ситуация, что в предыдущем суде было сказано, что родные языки и государственные языки в одном месте лежат. Они в разных местах лежат. Школа может не преподавать родного языка, если у нее нет на это сил. А государственный язык, государство обязано сделать так, чтобы все его учили. Ну, вы считаете, что государственный татарский язык в Татарстане, он должен быть в обязательном перечне? Да. Другое дело, повторяю, вопрос в методиках, методики должны быть хорошими. Да, это понятно. А как вы считаете, насколько Татарстан в силе защищать свои интересы как государственный язык, и насколько федеральный центр позволит это? Я думаю, Татарстан не в силах защищать татарский язык. Я думаю, что федеральный центр продиктует свою политику. Я живу в этом мире, я же хожу по этой земле, но я прекрасно понимаю, что если народ чего-то хочет, то в конце концов все будет правильно. Я оптимист. То есть я считаю, что если люди этого хотят, то может быть через полгода, а может быть через 3 года, а может и через 7 лет будет хорошо и правильно. Важно, есть ли это внутри. Тут еще одна важная вещь. Ведь на самом деле татары свой язык сохранят. Татар много, есть много татарских деревень. А есть много малых народов, которые в этой ситуации потеряют языки. У нас на земле каждый год теряются языки для малых народов. Вот для народов Крайнего Севера, там есть уже люди, есть народы, которые вообще уже никто не говорит на этом языке. Только старики, которые уже еле-еле ходят. Мне очень важно, чтобы все дети, кто хочет учиться, могли учиться. Понимаете, есть такая ошибка, что люди часто думают, что наша школа для одаренных детей. Это не так. Наша школа для увлеченных детей, для тех, кто хоть чего-нибудь хочет, кто любит математику, или кто любит историю, или кто любит английский язык, или кто любит татарскую культуру. То есть у человека могут быть разные интересы.
И важно, чтобы эти интересы удовлетворялись. Понимаете? Очень главный принцип нашей школы – это поддержать то хорошее, что есть в ребенке. А вдруг скажет вам: Павел Анатольевич, мы освобождаем вас от руководителя школы солнца. Что вы будете делать? Понимаете, Как вы это такое примете? бывает на самом деле. Но такое бывает только у взрослых. А когда дети чего-то хотят, бывает все хорошо. Меня с моего места увольняли 3 раза. В 1997 году, в 2000 и в 2013. И тем не менее потом 3 раза восстанавливали на том же самом месте. Я думаю, что даже если что-то случится нехорошее, меня защитят дети. В 1998 году президент Татарстана подписал бумагу о том, что будет строиться интернат для талантливых сельских детей. Эта бумага есть у меня. Камиль Исхаков не выполнил это решение президента. И он сказал, что в Казани это место для городских татар. То есть для деревенских татар я в Казань не пущу. Сказал Камиль Исхаков. А время показало, прошло, я уехал в Финляндию, прошло 9 лет. Новый мэр Казани Ильсур Метшин приехал перенимать опыт в передовую страну Европы. Его приводят в одну из лучших школ Финляндии, его знакомят там с лучшими учителями, и он говорит мне вернуться обратно. Вас давно уже татары записали в татары. Вы сами изучаете ли татарский язык? У меня очень красивая история с татарским языком. Я был в 90-х годах депутатом городского совета. В 91 году я создал постоянную комиссию по милосердию и социальной защите. Вторую в России, первая была в Москве. Вот. И стал членом президиума городского совета. И на президиуме приняли решение, что нам нужен татарский язык. И мы, члены президиума, с 91 по 93 2 года учили татарский язык. И через 2 года я заговорил. И вот с 93 по 95 я говорил по-татарски с бабушками, которые приходят на прием. С 95 по 2017 я ни разу не говорил по-татарски. Ни разу не было такой необходимости. А сейчас мне часто пишут письма бабушки из деревень. Когда мы летом ходим в походы, меня встречают там: ой, это школа солнца, мы вас знаем. И начинают говорить, что это по-татарски. И вот я завел себе переводчик, я уже много слов татарских повторяю. Я думаю, года через 2-3, вряд ли раньше, я заговорю по-татарски. Нет, я, конечно, не очень здорово говорю по-татарски, но я, например, помню бессмертные строки Тукая. И туган тел, и матур тел, эткем энке немтеле. Да не да куб нерсебелдем, син туган тел аркеле. Я понимаю, как я пою, но просто, знаете, меня часто приглашают на митинги татарского языка, где мы вместе поем эти песни. Я считаю, что то, что вот народное, то, что светлое, то, что святое, лучше, чтобы мы все в Татарстане это знали.